Урматтуу журналисттер, өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, бүгүн мына сиздер менен биз баардык ушул журналисттик коомчулукту чакырып көрсөтүп коелу деген максат менен келип отурабыз. Бул жерде биз урматтуу президентибиз Санар Кожоевич Жапаровдун түзөтүүсү көрсөтмөсү негизинде курулуп жаткан биздин мамлекетибизде ушу эгемендүүлүк алганыбыздан бери биринчи ирет ушундай чоң мамлекеттик масштабтагы чоң стадиондун курулушу менен сиздерди тааныштырып коелу деп чечтик. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, президентибиз мындан 1,5 жыл алдын ушу стадионду куруу боюнча пландарды алдыбызга койгон. Бирок стадионду кайсы жерге куруу боюнча биз жерлерди тандап отуруп, акыры ушул жерге келип токтодук. Бул маселени мына быйыл эле жазында чечилди. Эми мына жаз келери менен активдүү курулуш иштери жүрө баштады. Бул стадиондун техника-экономикалык характеристикасын могул турган стендте көрсөңүздөр болот. Бирок мен айтып кетейин, негизинен стадион 45 000 адамга эсептелген. Бул ФИФАнын Дүйнөлүк футбол федерациясынын стандарты менен курулуп атат. Бул жерде стадионду курууга тартылган негизги архитекторлор, специалисттер, булар Англия жана Турция мамлекетинен келишти жана алар көзөмөлдөп назират этип отурушат. Ал эми куруучулар өзүбүздүн куруучулар 90% жалаң кыргыздын куруучулары иштеп атышат. Бул жерде куруучулар үчүн 500дөн ашык атайын куруучулардын городогу курулган. Президентибиздин койгон тапшырмасы негизинде бул стадион 2 жылдын ичинде курулуп бүтүш керек. Стадиондун финансылык кетирилген каражаттары азырынча эми толук айтыш кыйын, бирок биздин баамыбызда 45 000 орундуу стадионду, мындай бүгүнкү күндөгү современный стадионду биз бир 60 миллион доллардын тегерегинде куруп бүтөбүз деген оюбуз бар. Мүмкүн анан азыраак болуп калар, мүмкүн ошонун тегерегинде болуп калар. Эми бул бүткөндө билинет. Бул бир эле бул стадион эмес, президенттин тапшырмасы менен ушу быйылкы жылдан баштап мамлекетибиздеги бардык чоң стадиондорду калыбына келтирүү. Мен бул боюнча бир маалымат айтып коеюн. Мамлекетибизде бүгүнкү күндө бир дагы футболдук поле же болсо бир дагы талапка жооп бере турган стадион жок экен. Азыркы күндө бул маселе бизге жүктөлгөн, бул футболдук союзга жүктөлгөн, футболдук биримдигине. Кыргыз футболдук биримдиги өзүнүн расчетун жасап бүттү. Кыргызстаныбызда бүгүнкү күндө биз быйылкы жылы күзгө чейин 12 чоң стадионду калыбына келтиребиз, жана 2 жаңы стадион курабыз. Ошонун негизинде мен ойлоймун, биздин спорт сүйүүчүлөрүбүзгө чоң шарттар түзүлөт. Ошол каражаттардын көпчүлүгү өзүңүздөр билгендей, мына бизде көптөгөн каражаттар ар түрдүү булактардан түшөт. Негизги булагыбыз ушул таможня менен налоговыйдан түшөт. Бирок ошол эле мезгилде акыркы жылдары президентибиздин тапшырмасынын негизинде ошол экономика кылмыштарга каршы, коррупцияга каршы, уюшкан кылмыштуу топторго каршы жумуштар катуу жүргүзүлүп келатат. Бул жерге дагы стадионду айтып коеюн. Бүгүнкү күндө эле ошол уюшкан кылмыштуу топторго жана коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизинде топтолгон акчалардан бүгүнкү күндө 21 миллион доллар акча уже бөлүнүп берилди. Бул мына ошол курулуп аткан компаниялардын счетуна келип түштү. Эгер булар акча керек десе, биз дагы беребиз. Бизде ал боюнча мүмкүнчүлүгүбүз бар. А можно вопрос? Вот вы сказали, пожалуйста. что 100 миллионов поступило от коррупции. Как? Вы сказали, что 100 миллионов в бюджет поступило от коррупции. Да. Булат Темиров говорит, что это не так. Кто говорит? Булат Темиров опровергает. Так, знаете, раз вы задали вопрос на русском языке, я тоже хочу ответить, чтобы всем было понятно, некоторым людям, которые не понимают кыргызский язык. Я говорил не 100 миллионов, а 100 миллиардов сомов. 100 миллиардов. Да, я говорил о том, что последние 3 года по нашей борьбе с экономическими преступлениями, коррупционными проявлениями и борьбе с ОПГ
поступило в нашу казну нашей страны наличными денег где-то около 40 миллиардов сомов, а всего имуществами, землями, всеми другими мы вернули государству приблизительно. Сейчас мы будем еще уточняться и будем выводить, потому что ежедневно этот вопрос обновляется. Приблизительно около 100 миллиардов сомов. Это где-то больше миллиарда долларов. Так? Почему я говорю, а вы говорите, что там говорил Болот Темиров, наш бывший гражданин и бывший наш журналист, что якобы таких денег нету. Нет, он не знает. Он не знает всего этого. Такие журналисты, как он, подобные журналисты, находят лишь бы такие негативные вопросы, негативные какие-то там явления и со всеми правдами, неправдами вкладывает в общество, убеждая наше общество тем, что те цифры, которые мы выдаем, это неправда. Нет, это не так. Это он не знает никакой информации. Я скажу вам, последний день, вчерашний день, сколько мы вернули государству богатство. Вот, например, вчера мы вернули в центре нашего Бишкека по улице Фрунзе двухэтажное здание историко-культурное, да? Исторически-культурное значение такого здания стоимостью около 200 миллионов сомов. Вчера мы вернули еще стадион в Араванском районе. Половину стадиона забрал бывший, оказывается, депутат, 4-жды избранный. Стоимостью где-то около 350 миллионов сомов. Вчера мы вернули еще одно здание государству, профсоюзу. Это гостиница «Доступ», у которого никто не имеет по закону права завладеть этим имуществом. Но тем не менее, какими-то хитростями забрали 36% частные люди. Мы вчера как раз вот это 36% вернули государству. Это тоже стоимость где-то более 300 миллионов. То есть, если так посчитать, за день, может быть, за 2 дня мы вернули около миллиарда сомов. А наш неуважаемый Болот Тимуров говорит о каких-то там 500 тысяч сомов. Понимаете? Поэтому я бы хотел, что журналисты, особенно наши журналисты, уважаемые журналисты, чтобы выдавали обществу достоверные информации, достоверные цифры, чтобы люди могли довериться вам. Почему в последнее время люди не доверяют журналистам? Да потому что, чтобы они, гоняясь за горячими какими-то новостями, выдают неправильную информацию. А потом эта информация через... люди, конечно, читают сейчас очень много интернетов, получают информацию, но сейчас они получают час, два, три, это возбуждает эта информация. А через день-два эта информация становится ложью. Поэтому я прошу, уважаемые журналисты, хотели сегодня тоже своими глазами увидели, как мы строим по поручению нашего уважаемого президента стадион. Многие журналисты говорили о том, что там стадион не строится. Во главе руководства страны врет, неправильно говорит. И что это не получится. Нет, я вам еще раз говорю, нет, мы никогда не врали. И руководство страны каждое свое слово говорит выверенно. Каждое свое слово говорит уверенно в том, что это исполнится. Вот это, к этому есть пример. Наш строится стадион. Даст Бог, за 2 года мы этот стадион завершим и сдадим. Здесь будете в футбол играть. Наши уважаемые люди будут здесь собираться. Анча кылышайсыз. Ушул 100 миллиард боюнча соңку маегиңизде жакын арада ушу коррупция боюнча акча алынгандардын тизмеси жарыялана тургандыгын айттыңыз. Качан жарыяланат? Анан аякта кимдер болушу мүмкүн эми? Жарыялайбыз муну. Себеби дегенде бул акчалардын кайдан түшкөнүн, кимден түшкөнүн, кайсы малда түшкөнүн жана кайсыл жака иштетилгенин биз коомчулукка ачык беришибиз керек. Муну биз беребиз. Азыр айткандай бул күндө
күндө мындай жаңыланып туруп атат да, күндө жаңадан кошулуп атат. Мисалы бир эле мисалды айтайын. Мына кече бүгүн кайсы күн? Бүгүн жума күнү. Мына кече 3-чү күнү мурдагы күн экен. Мурдагы күнү Матраимовдун бир офисин саттык биз 16 миллион долларга. 16 миллион долларга саттык. Азыр ошо 16 миллион доллар можете сегодня посмотреть на счету, специальном счету находится у Госкомимущества. Так? Это 1 400 чем-то миллионов. То есть мы ежедневно это все как бы обновляем, ежедневно. Сейчас мы у Раима Матраимова забрали, не то что забрали, он добровольно передал, пока добровольно передал около на 60 миллионов долларов своего имущества. Но я думаю, по моим как бы расчетам, по нашим расчетам, которые мы сейчас работаем, с ними уже долго мы работаем, где-то с него мы должны забрать его имущество, перечень, который у нас имеется, через судебные органы, через добровольные передачи, где-то приблизительно около 200 миллионов долларов мы должны у него забрать. И этот процесс продолжается, этот процесс будет идти. Так? В конце концов, те имущество, которое он перепродал нескольким людям, якобы перепродал или там переоформил, тоже будем забирать. Это все будет завершаться через судебные органы. Вот, например, по Матраиму какой-то информации. По имуществу Кульбаева также работа ведется. По нему также добровольная передача информации, то есть передача имущества, тоже имеется большие суммы. Вот сейчас мы сегодня уже, как раз сегодня пятница, передаем дело по расследованию имущества и дело по мафии Кульбаева в суд, судебный орган. Я думаю, через месяц-другой это имущество тоже перейдет государству. То есть таким образом мы сейчас собираем все эти данные, все эти информации. Обязательно вас, общественность, будем проинформировать. Можно вопрос? Вы же только что сказали про 100 миллиардов, а до этого Минфин информировал о том, что бюджет борьбы с коррупцией поступило 20 миллиардов. Почему такая разница в сумме? Нет, разницы нет здесь. Минфин говорит только о тех средствах, которые поступают через налоговые или через таможенные органы. Я вам еще раз говорю. У нас есть другие тоже органы, через каких органов мы передаем. Например, через Стафонд передаем, через фонд президента. И, например, тот же ГИКу также. Вот, например, Джалабадскому ГИКу, Джалабад, который сейчас строится. Сейчас очень много домов в Джалабаде строится, где-то около на 3,5 тысячи квартир строится в Джалабаде. Туда передаем около 100 миллионов долларов. Так? Это около 10 миллиардов сомов. То есть таким образом ежедневно эта информация обновляется. То есть все то, что мы изымаем у коррупционеров, у тех, которые людей последние 30 лет забирали у государства и народа, будем возвращать. Эта работа проводится, я очень надеюсь, эту работу мы доведем до конца. Отныне ни один чиновник, ни один какой-нибудь бандит или какой-нибудь криминальный авторитет у государства, у народа ни одной сотик земли не будет брать. Пусть попробует этого делать. А по борьбе ОПГ сами видите свидетелями, уважаемые журналисты, что в нашей стране я говорил о том, что ОПГ не будет. И точно так же не будет ОПГ. Уже нету их. Если кто-нибудь где-нибудь каких-нибудь ОПГшников видели или там организационных их действий видели, пожалуйста, сообщите нам. ОПГшников нету. А с коррупционерами мы будем разбираться. Сейчас разбираемся и до сих пор будем разбираться. И до конца года я очень надеюсь, что многих коррупционеров уже или окажется за решеткой, или добровольной передачей своих имуществ государству будет. А как сегодня продвигается дело по братьям Матраимовым? Я же говорил, по Матраимову сейчас мы расследование ведем. Так, по Матраимову ведем расследование. Его 3 братьев находятся в Аше. Один на одного возбуждено уголовное дело по статье злоупотребления должностным положением.
двоим другим возбуждено дело по статье легализация имущества. Так? И они находятся вообще, это расследование продолжается. А по самому Раиму Матраимову, он находится у нас, в СИЗО ГКМБ в городе Бишкек. Тоже по нему ведется конкретная работа сейчас, расследование. Я думаю, в скором времени мы передадим. Их как бы дела несложные дела. Они что делали? Они крали у государства. Мы это давным-давно собирали справки. Теперь суд передадим, и через суд мы будем изымать их имущество. А бул иште Искендер Матраимовдун дагы фигурант катары өтөдө же ал киши Жоқ, иштешеси жокпу? Искендер Матраимов боюнча ешкандай bizde он не является нашим фигурантом уголовного дела, но по ним тоже есть информация, будем работать. Камчы Кыдыршаев жана Матраим 3-1 тууганы оштоодо өдүңүз, алардын беренесин гана айттыңыздар. Мүмкүн болсо конкреттүү түрдө кандай иштерди кылган үчүн, бир конкреттүү бир жерди сатып берген үчүнбү же кандай кызматтардан пайдаланган мүмкүнбү? Мындайда мен силерге муну баарын айтып берсе турсам көп убакыт кетет биринчиден. Экинчиден жөннөн жөн как бы просто так человека посадить или там завести уголовное дело, это невозможно. Кому-то кажется, что у кого-то есть власть, кто-то возбуждает уголовное дело и кого-то там может посадить. Нет, это не так. Это не так. За каждым человеком, за каждым возбужденным уголовным делом есть большая ответственность. Поэтому этих людей мы посадили, за них мы ответственны, и они нарушили наши законы. Анан Раим Матраимовдун өлкө жетекчилерине кол салууга тиешеси бар деген релиз келген, маалымат бергенсиздер УКМК. Анан кармалгандан кийин өзү ушул ишти моюндап жатабы? Муну билесиздер да, ушул иштин негизинде биз Раим Матраимовду алып келдик. Это методы нашей спецслужбы. Так? Ушул иштин негизинде алып келдик. А те бандиты, которые там прибыли в нашу страну для совершения преступления, из другой страны, там 5 человек, они сейчас находятся у нас, проводится расследование. Я очень надеюсь, что они тоже положат свой слог. Матраим моюндады Немазыр мен да жөнөткөнмүн, анан ушундай кылдым деп мойындай элек, конечно. Но это расследование покажет. Камчы Кыдыршаев акыркы сырда азыр кээ бир бастапкы маалымат каражатта жазып чыкты, ошо УКМКнын айрым кызматкерлери $100,000 пара алып кармалды дегенчи. Бул канчалык тасдиктелген? Биз билесиздер да, ошо биз борьба с преступлениями, вот это экономическим преступлением, коррупционным преступлением, это проводится не только по отношению бывших сотрудников или там бывших чиновников, это и по тем людям, которые работают в настоящее время за государство. Это чиновники, государственные чиновники, которые занимают определенные должности, и в том числе наши сотрудники также имеются. Среди наших сотрудников также я скажу одни цифры, как раз я вчера проводил вот это совещание со всеми личным составом. Я помню, какие цифры были. В прошлом году наши сотрудники получили взыскание, 95 сотрудников моих получили взыскание по нарушениям законов, уставов, инструкций, приказов. Из них 33 человека уволены. Кроме тех, из них 5 человек были посажены, возбуждено уголовное дело. А в этом году, уже по итогам первого квартала, уже было нарушение зафиксировано около 30 раз. Из них 3 человека уже, 5 человек уволены, из них 3 человека уже по возбужденным уголовным делам находится в военной прокуратуре. Вчера ночью мы задержали своего сотрудника, я могу это и открыто сказать, чтобы там всем было понятно, это капитан Друсалиев был, который долгий отрезок времени постоянно вымогал деньги у предпринимателя. Так? У предпринимателя. Постоянно. Последние, оказывается, 5-6 лет он постоянно, ежемесячно получал от него деньги. Но в последнее время, когда он, оказывается, раньше работал в Джалабаде, мы его перевели в центральный аппарат. Центральный аппарат, когда он пришел, уже этого предпринимателя начал обманывать тем, что его повысили по должности, теперь ему нужно побольше платить,
чтобы он мог этими деньгами делиться руководству. Понимаете? Вот нам поступила такая информация, и позавчера его задержали совместно с военной прокуратурой. Сегодня получим санкции о его аресте, и он будет отвечать перед законом. То есть среди наших сотрудников тоже имеются коррупционеры, тоже имеются нарушения, но, естественно, их очень мало. Естественно, их очень мало, потому что последний опрос, вы сами знаете, опрос ИРИ, по-моему, проводили, что самое большое доверие среди государственных служащих, народ сейчас доверяет ГКМБшникам. Работает. Дагы бир суроо, Алымкадыр Бейшеналиев боюнча депутат коррупцияга көп коррупциялык иштерге айыптады, анан президент дагы Акылбек Жапаров да күнөөсү далилденсе эч кандай коргобойбуз деген сөзүн айтты да. Бул ошол Коргонбай уулунун айыптоосу боюнча сиздерде текшерүү башталдыбы? Маалыматтар барбы? Текшерүүнү баштайбыз по итогам результатов работы депутатской комиссии. Так, депутатская комиссия сейчас свои выводы сделает, я думаю, быстренько. И по итогам, если подтвердятся какие-нибудь факты, естественно, мы будем возбуждать уголовное дело, проводим к ответственности. Маалымат жок беле ал? Маалыматтар бар, бардык чиновниктер боюнча маалыматтар бар. Бардык адамдар боюнча маалыматтар бар. Бирок аларды, чтобы жоопкерчиликке тартуу үчүн конкреттүү түрдөгү фактылар керек да. Маалымат ретинде. Скажите, Болды пожалуйста, вот вот чудо. последний вопрос Так. по поводу стадиона. А что будет со стадионом, который в Бишкеке через 2 года, когда запустите? Так, Будет он так, стадион. функционировать? Или Насчет будете стадионов. продавать? Так, насчет стадионов. Мы не только этот стадион строим. Я же говорил о том, что мы по всей стране будем восстанавливать сейчас 12 стадионов первоочередных. Вот сейчас уже со стороны государства начали выделять частным футбольным командам землю, чтобы они могли строить свои учебно-тренировочные базы, которых у нас ни одного не было. Вот, например, мы сейчас выделили землю села Арашан, там строим тоже стадион большой, учебно-тренировочной базой. Сейчас мы в Узгене восстанавливаем большой стадион, также учебно-тренировочную базу строим. Мы сейчас вот здесь, вот посмотрите, с той стороны, вот как раз здесь рядом с большим стадионом выделили 3 гектара земли учебно-тренировочной базы Мурас Юнайтед. Они уже заканчивают, уже в скором времени выведет. То есть таким образом все стадионы будем восстанавливать. А тот стадион, Бишкекский стадион. Долена Омурзакова, который мы сейчас играем, тот стадион тоже сейчас находится в плачевном состоянии. Так? И поле, где играем в футбол, тоже в нехорошем состоянии. Мы сейчас уже ведем переговоры с правительством нашим, и президент дал поручение о выделении конкретных сумм для проведения капитального ремонта этого стадиона, так, которого будем проводить мы, футбольный союз. То есть там будут продолжаться эти Да, тренировки, они будет будут продолжаться. Для 2-миллионного Бишкека 2 стадиона достаточно будет. Спасибо вам. Получили информацию? Вот теперь